من خداوندم. آره خداوندم. پاکو بینو سرافشانی میپرستند خدا دیانیز را. نمیدانم چه خوب است. Есть некоторые произведения, которые сразу же вживаются на сцену, но бывают такие произведения, к которому, наверное, надо подготовиться, подняться до его уровня. Удивительно, но в Таджикистане большим успехом пользуются и классические комедии, и классические трагедии. Так получилось, что самыми актуальными для нашей сцены, для нашего народа произведениями стали «Антигона», которую не раз ставили и разными коллективами. Большой успех в театре Лахути имел «Царь Эдип», «Медея» в этом же театре имела большой успех. Но к вакханкам Еврипида у нас всегда относились как-то осторожно. Это не потому, что его не воспринимали, но, видимо, было время такое. Хотя в 20 веке вакханки обошли все подмостки театров мира. Даже режиссеры-авангардисты просто считали своей обязанностью ставить этот спектакль. Что пробудило режиссера Авлиокули Ходжикули и ребят из театра Канибадама поставить именно этот спектакль? Спектакль очень сложный, спектакль очень трудный для понятия и восприятия. Не стану скрывать, когда спектакль был включен в состав конкурсных произведений, многие были в недоумении. И даже после того, когда ребята показали свою эту чарующую, поразительную, красивую постановку, многие были в недоумении. Одна наша коллега, народная артистка Республики Таджикистан, она также прямо и заявила, что если изысканная публика, подготовленная, не смогла понять этот спектакль, маршила нос, что жутко страшно, что говорит о простом зрителе, который иногда голосует просто рублем, но в ответ всем этим претензиям наш мудрейший Саадулло Рахимов, известный философ, культуролог и киновед, сказал очень интересную вещь. Он сказал, что пусть даже спектакль не входит в репертуар театра, пусть даже ребята до конца не осознали, что они сделали, но это большой шаг вперед. Это освоение новой эстетики. Можно сказать, шаг в другое тысячелетие. И действительно, наверное, очень мудро, очень тонко оценил это состояние Саадулло Хайруллаевич. Я полностью с ним согласен. Видимо, мы еще тогда не были готовы к таким произведениям. Не то, чтобы мы внутренне не были готовы, мы еще не до конца осознали суть вот этого явления. Дело в том, что мы в таком вакханическом, по Дионису ироническом состоянии уже были в начале 90-х годов прошлого столетия. Казалось, что вакх вселился в нашу республику тогда. Казалось, что вакх с нами, он внутри каждого из нас. И оно проявлялось не только вот в том повышенном эмоциональном фоне республики, но и в чем-то дурманическом. Казалось, что народ находится под опьянением то ли от вина, что ли от какой-то другой дури, который впал в это состояние, в состояние, которое мы растерзали друг друга, состояние, когда мы противоборствовали, уничтожали все на своем пути. Видимо, мы тогда еще не пришли в себя до конца. Видимо, мы еще
просто психически не были готовы к тому, чтобы еще раз пройтись по пройденному пути. Мы не были готовы анализировать его в том качестве, в том смысле, в котором это сделал Авлио Кули. И вот, казалось бы, вот именно в таком положении к нам на помощь приходит театр. Мне очень не близок оказался этот спектакль, и у меня к нему достаточно большое количество вопросов, и есть такие поинты в режиссерской работе, которые я не разделяю, например. Я сейчас начну говорить почему, и постараюсь со всех сторон об этом сказать. Когда я в первый раз «Вакханок» посмотрела, это было, наверное, с полгода назад, когда ко мне попало это видео, я подумала, что основная сложность моя в отношениях с этим спектаклем лежит где-то в визуальном представлении. Сейчас, когда я его посмотрела вот перед этим разговором еще раз, я поняла, что визуальность несет в себе целый ряд символов, и вот именно из-за этих символов я спектакль не приняла. Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о трагедии Еврипида «Вакханки». Она была написана, собственно, это последнее его произведение, и она считается посмертной трагедией. Поставлена она была уже после смерти драматурга. И, в общем, это трагедия о зависти, которую питают сестры Семелы, матери бога Диониса, собственно, к своей сестре, которая уже мертва. Они и сын одной из них, Агавы, царь Пенфей, царь, которому Кадм отдал вот царство свое, они не верят, отказываются принять божественность Диониса, и за это молодой бог Дионис, который приходит на свою родину, Фивы, до этого он там скрывался от преследований, и вообще это бог, которого постоянно преследовали, и не давали ему вырасти, не давали ему превратиться во взрослого человека, поэтому это во многом так, в его мифах он предстает как бог-ребенок, как бог, которого постоянно опекают, нянчат и укрывают женщины. И вот появившись в качестве взрослого уже молодого человека, он в гневе насылает безумие на всех своих этих теток, на своего двоюродного брата, царя Пенфея. И это не такое экстатическое, высокое безумие, а это уродливая форма безумия, которая влечет за собой полное ослепление. Человек не понимает, что он делает, и может совершить какие-то ужасные преступления, может убить кого-то из близких, и, как правило, вот жертвой именно и становятся близкие люди. Очнувшись от этого своего ослепления, от этого своего бессознательного состояния, человек, как правило, не понимает, как он мог это совершить, что на него такое нашло, и происходит какое-то страшное страдание, раскаяние и невозможность ничего возвратить. Собственно, трагический эффект трагедии Вакханки состоит именно в том, что когда происходит, так сказать, в финале осмысление матерью Пенфея, осмысление того, что она сама убила своего сына и, собственно, оставила свой род без потомства, и она должна бежать из города, и вместе с ней должен в другую сторону куда-то бежать ее отец, вот это и есть, собственно, смысл трагедии, который заключается в том, что когда человек ослеплен чем-то, здесь они все ослеплены завистью, и здесь они все ослеплены как бы неверием в Бога, то человек становится игрушкой в руках каких-то сил. Это может быть божественная сила, это может быть сила какого-то более сильного и более властного человека, это не важно. Но человек становится игрушкой, он не способен самостоятельно мыслить, принимать самостоятельные решения. Его ведет какая-то сила, и он не понимает, куда его ведут, зачем его ведут, а спохватившись, он понимает, что уже ничего невозможно изменить. Но вот мне кажется, что, наверное, в этом и заключен какой-то современный смысл трагедии, потому что, конечно же, с античности и до наших пор идут споры о том, вообще о чем эта трагедия и чему она посвящена. То ли это трагедия такая религиозная, посвященная как бы воле богов и посвященная религиозному ритуалу, вот этим оргиастическим молениям вакханок, их стремлением слиться с телом почитаемого ими бога. И в боге Дионисии, есть такой как бы некий священный смысл общения с природой, стремление слиться с природой, стремление, так сказать,
познать эту природу. Это вот как бы один смысл. А второй смысл, зная, как Еврипид насмешливо довольно относился к воле богов, и как часто в его трагедиях показано, что боги просто играют людьми и забавляются ими, и люди для вот этого пантеона, греческого пантеона богов, это просто такие марионетки в их руках, и они через них выясняют свои собственные отношения. Вот, собственно, спектакль явно следует одной из этих версий. О чем Вакханки? Вакханки о противостоянии человеческого и божественного. То есть существует бог Дионис, который все-таки в античной литературе и в античной мифологии считается богом, несмотря на то, что его мать – это все-таки земная женщина, человечица, скажем так. Но не считается Дионис полубогом, потому что он все-таки рожден Зевсом, а не земной женщиной. И Дионис приходит на землю для того, чтобы нести людям веселье и счастье. Но не все люди это веселье и счастье хотят принять. В некоторых исследованиях и в каких-то литературоведческих материалах существует такая трактовка пьесы Вакханки, что это трагедия о вреде пьянства. Это, конечно, забавно, и никакого отношения это к настоящему литературоведению не имеет, но, тем не менее, это вот как одна из точек зрения. Гораздо более близкая мне точка зрения именно с позиции литературной критики рассказывает о том, что в Вакханках, как в одной из своих последних пьес, Еврипид в первую очередь говорит о собственных внутренних противоречиях, потому что человек, который большую часть жизни придерживался атеизма, под конец жизни начал задумываться все-таки о важности божественного. И так же, как его противоречия внутри него возникали с каждым годом, точно так же возникают сейчас противоречия в персонажах этой пьесы, и частично в разных персонажах драматург рассказывает о себе и о собственных каких-то метаниях. Он не становится однозначно на сторону религии или не становится на сторону чего-то светского. Через эту пьесу как раз мы видим, я не могу сказать, что это страдание человека, вынужденного сделать выбор в пользу мирского или в пользу божественного, но, тем не менее, это определенные сложности, это внутренняя драма. И отсюда, вот если говорить дальше, развивать тему о культе Диониса, как о культе жизни, культе приближения к природе, и то, о чем как раз и что описывает Еврипид в своей пьесе, Дионис пришел к людям, чтобы принести им радость, чтобы вернуть их обратно в лоно жизни, в лоно природы, отвлечь их, забрать их, скажем так, из городов, из цивилизации и окунуть в эти сады Эдема, в это что-то такое бесшабашное, совершенно первобытное, и дать им вот это вот традиционное счастье вдали от цивилизации. О режиссуре, о том, как поставлен этот спектакль «Трагедия Вакханки». Мне кажется, что жанр трагедии здесь, конечно, очень резко переосмыслен. И здесь иронично, с разной степенью иронии, сатиры, сарказма поданы абсолютно все персонажи. То есть режиссер Авлекули Хаджикули показывает мир через призму как бы сегодняшнего взгляда на всех этих героев. Все эти игры богов, невозможно же сейчас, конечно, воспринимать, так сказать, серьезно. И поэтому бог Дионис здесь не то чтобы бог, он скорее такой молодой человек, который и обижен, и оскорблен тем, что его там не воспринимают родные. Он такой незаконный сын, который пытается утвердить свою законность. Он вовсе не воспринимается как бог. Он озорной, он немножко такой хулиганистый, очень легкий. И прежде всего, конечно, это такой провокатор, который провоцирует всех. Он всех заставляет, выставляет в самом смешном и самом нелепом виде. И в этом смысле он такой очень современный герой. Почему-то мне вспомнились всякие многочисленные телепередачи, в которых как только умрет какая-нибудь звезда или какой-нибудь там крупный деятель, так непременно у него находятся какие-то дочери, сыновья, все пытаются доказать это. И вот здесь тоже есть какая-то немножечко игра вот со всеми этими сегодняшними реалиями. Здесь очень смешно подан вот этот хор лидийских женщин, они же тетки, они же вакханки, в общем, это хор, конечно. И здесь они такие степенные матроны, которые абсолютно заводятся от любого приказания Диониса. Они очень ритмично двигаются, очень смеются,
смешно. Надо сказать, что вообще пластический спектакль сделан так, что каждое движение, каждый пластический рисунок, ты не понимаешь сначала, в чем дело, но он комедийный, он ироничный. То есть вся пластика, она не трагическая, конечно, пластика, а она комедийная пластика. Здесь совершенно явно во всем вот видится такое снижение, такое как бы травестирование вот трагедии. И, скажем, и Кадм, и Тересий, они такие смешные, трясущиеся, довольно-таки трусливые старцы. И Пенфей тяжелый, туповатый, немножко такой дебильный. То есть вот ощущение, что режиссер как бы посмотрел через призму сегодняшнего представления обо всех этих героях, вот на этих людей, на всех, и он увидел в них, конечно, никаких не древних греков, конечно, никаких ни вакханок, ни богов, там, ни царей, а он увидел современных людей, которые, в общем, нелепые, смешные, очень быстро ведутся на какой-то обман, очень быстро подчиняются чьей-то воле, причем очень часто не осознают, почему и от чего они подчиняются. И, в общем, трагедия приобрела какие-то совершенно современные, и я бы сказала, такие саркастические нотки. И, в общем, она смотрится, и слышно, как вот зрители ее воспринимают, она смотрится именно как комедия. Поворот происходит тогда, когда Агава приносит голову своего сына, ну, здесь это голова быка, и вдруг вот этот смешной, нелепый, забавный такой хор, он становится совершенно другим, меняется его интонации, меняются оценки все, они становятся абсолютно противоположными, актерские оценки. И когда появляется Кадм, то мы понимаем, что это не тот смешной, немножко такой хорохорящийся, немножко нелепый старик, который был в начале. Это человек, который с ужасом осознает то, что произошло, осознает весь ужас, всю безнадежность своего положения и положения его дочери. И он ведет себя как такой вот осторожный врач, который боится ее повредить окончательно ее мозги и в то же время понимает, что для нее и для него все закончено. И, собственно, этим вот абсолютно иным таким финалом нас режиссер готовит к тому, что, собственно, и происходит часто в жизни, когда комедия превращается в трагедию. Ходжи Кули, Авлия Кули всегда остается верным своим принципам. Геометрически его мизансцены очень четко рассчитаны. Каждый монолог, каждый диалог – это определенная борьба, это столкновение, это пересечение двух линий. Именно вот в таких мизансценах, вот именно в таких обстоятельствах свои диалоги произносят Дионис Фархода Гафурпура и Пенфей Мухиддина Музафара. И казалось бы, Тересий и Кадм, беспомощный такой Кадм Юнус Али Эргашева и такой не имеющий влияния на людей пророк Тересий Умарако Саторова, они тоже произносят свои монологи в таком бешеном состоянии, в состоянии дурмани. Режиссер удивительным образом соединяет две несоединяющиеся вещи – миф и современность. И как он это сделает? Он это сделал очень мастерски при помощи актеров. Актеры должны были вот этот миф передать через свою память и через свое тело. Для этого нужны были очень большие тренировки. Приглашенному режиссеру всегда трудно в течение каких-то определенных 2-3 месяца подготовить чисто внутренний и физический коллектив театра к такому роду очень сложным представлениям. И именно поэтому Авлия Кули опирается на жизненный багаж каждого самого актера. И здесь импровизационность обретает некий другой смысл. И действительно, когда мы вглядываемся в каждую мизансцену, в каждый образ, актеры очень многое внесли, казалось бы, вот в эту древнюю историю. Каждый из них по-своему безумствует. И действительно, казалось бы, такой четкий, выверенный хореографическое произведение, где требует очень мощной руки хореографа. Даже вот в этот ритм они привносят
очень много своего личного и своего багажа. И то же самое происходит в пении. Они, казалось бы, лирические такие наши обычные песни из уст актеров переливаются как безумство, как отражение какого-то нашего определенного состояния. И вот это чередование, казалось бы, с собой связанных и не связанных песен и танцев создают некий хаос. То иррациональное состояние, то иррациональное дионистическое начало. Но это, конечно, спектакль как бы сделанный, как бы тут полностью режиссерский, тут все подчинено режиссерской задаче, полностью от начала до конца видна для того, чтобы эти три темы, которых я вспомнил в самом начале, они прозвучали достаточно сильно, да, поэтому это все сделано, как бы все подчинено режиссуре, потому что и сокращение самого текста, да, как бы изъятие из него каких-то фрагментов и концентрация внимания на вот этих трех темах, это все, конечно, как бы все сделано очень точно, очень четко, и, конечно, это заслуга режиссера, вот, который хотел таким образом добиться такого полноценного звучания. Немного хочу сказать о том, как исполняется этот спектакль. Ну, во-первых, здесь явно чувствуется попытка приблизиться к греческому театру. По-гречески речь актера, паракаталоге, она была сродни, она была нечто среднее между декламацией и пением. Причем это не мелодекламация, а это именно декламация, которая иногда переходила в пение, иногда была близка ему. И вот здесь мы практически не видим никаких бытовых интонаций, никакой бытовой речи. Здесь все в актерском существовании построено очень точно и очень по прямой, что ли. Если это приказ, это приказ. Если это гнев, это гнев. Если это рассказ о чем-то, это только рассказ о чем-то. Здесь нет никакой психологии у персонажей, потому что сам текст и сам способ рассказывания эту психологию вот совершенно не предполагает. И поэтому здесь очень важно, чтобы артисты как бы существовали очень точно. На них нет масок, но на самом деле это же масочные персонажи. Каждый из них – это какой-то типаж. И этот типаж должен быть очень точным. Он не должен, так сказать, растворяться в каких-то сложных красках, в двусмысленности в какой-то. Все должно быть очень, по прямой, что ли, сделано. В спектакле, как и в спектакле Каина, существует очень такой мощный дуэт Диониса и Перфея в исполнении Фархода Гафурпура и Мухиддина Музаффара. Складывается такое впечатление, что Фарход именно создан для создания таких демонов на сцене. Настолько вот он мощен, убедительный на сцене, что может действительно не только завораживать голову фиванок, но и разрушит все, что находится на его пути. Мог бы противостоять этому очень мощному демоническому началу нечто доброе, нечто очень прозрачное, который и пытается создать в образе своего Перфея Мухиддин Музаффар. Но, к сожалению, это ему не удается. То ли в глубоком опьянении, то ли под воздействием какой-то дури исполняют свои роли актеры. Казалось бы, на роль Агавы, такой женщины, которая растерзает своего сына, да, выбрана такая очень лирическая актриса Дильбар Сулаймонова. И действительно, она в первых сценах очень скованная, она статична. Но как в этой статике много энергетики, много горя. Свой последний монолог актриса исполняет с таким мастерством, что она достигает высшей степени драматических произведений. И здесь, конечно, очень важен пластический рисунок. Он очень точный. Своя пластика у хора. Иногда она такая забавная, смешная. Иногда она торжественная.
иногда они подчиняются, скажем, тем движениям, которые предлагает им Дионис. Иногда они отступают от этого рисунка, и ты понимаешь, что это уже какие-то другие функции они исполняют. И здесь, конечно, у каждого героя свой пластический рисунок. Очень интересен пластический рисунок Пенфея. Вот момент, например, сцена, где Пенфей и Дионис, где он пытается уловить как бы Диониса, и он такой тяжелый, грузный, неповоротливый. И ты понимаешь, что вот в этой грузности и неповоротливости, пластической грузности, его такая умственная, что ли, неполноценность. Он плохо и туго соображает, что происходит. И рядом с ним буквально как гутоперчивый, как такая вот кукла-неваляшка вертится, крутится Дионис. Когда Пенфей пытается его ударить, он перекатывается легко через голову, снова встает, снова, так сказать, уходит от него. Это почти как танец. Вот эта сцена, она просто напоминает танец. Или очень интересная сцена, где, скажем, Пенфей после того, как Дионис и хор, который славит его за то, что Дионис дал людям вино, значит, уходит со сцены, появляется Пенфей, и он объят ужасом, и он обнимает свой трон, он ходит с ним по сцене, и он дожидается вестника, который приходит и начинает там рассказывать ему о том, что он видел. И тоже вот эта сцена, само движение, сама пластика Пенфея, но она абсолютно почти танцевальная пластика. То есть, не зная текста, а у меня первый раз, когда я смотрела спектакль, я просто перелистала вакханок, но я не включила субтитры. И вот очень многие сцены я просто угадывала то, что там происходит, по тому пластическому рисунку, который там задан. Конечно, это очень так серьезно поработали здесь и режиссер, и специалист по пластике, по хореографии, если он был, я не знаю просто этого. И, конечно, артисты очень точно ощущают вот этот рисунок и действуют очень хорошо. Во всяком случае, мне этот спектакль кажется именно таким вот музыкальным и почти пластическим спектаклем. Пластика актера в роли Диониса очень хорошо смешан, да? Вот если, как мы знаем, это по иллюстрациям или по рассказам о Дионисе, у него были копыта козла, да, и он как-то по-другому ходил, как-то он двигался, но мне кажется, мне показалось именно вот в первой картинке появления, он вполне мог бы двигаться как созданный персонаж в этом спектакле с элементами таджикского танца, да, как он немножко подпрыгивает, это очень замечательно. Вот это опять-таки один момент хорошего слияния двух культур, двух эпох, двух разностей. И даже те танцы, которые в спектакле случаются, они ведь тоже очень бутафорские, несмотря на то, что, понятно, это очередное заигрывание с этнической темой, которая так очень любит Авликули. То, что продиктовано Эврипидом, то есть Дионис ведь ведет жен Азии, женщин с Востока, для того, чтобы привлечь с их помощью уже другую цивилизацию. Восточные танцы очень интересны, они очень небрежные, но при этом вот как раз в этой сцене Кадма и Тереси они очень здорово работают. Они работают именно на жизнь, потому что они очень простые. У меня такое ощущение, что этот спектакль, конечно, я думаю, что он понятен каждому зрителю, несмотря на то, что где ты находишься, или в Польше, или там в Австрии, или в Америке. Но мне кажется, таджикский зритель улавливает в этом спектакле, считывает в этом спектакле значительно больше и глубже, чем европейский зритель. Не знаю, потому что мне кажется, эти танцы, этот хор вакханок, да, эти вот женщины, 5 женщин, их движения, мне кажется, это как бы не до конца я считываю. Мне кажется, это элементы какого-то, я так думаю, подозреваю, что это элементы какого-то таджикского национального танца, и зрители, которые сидят в зале, считывают в этих движениях, видят в этих движениях больше, чем мы, европейские зрители. Я могу ошибаться, это не принципиально важно, но мне кажется, таджикский зритель больше видит в этом спектакле, чем я, как бы человек из Европы, да, который совершенно практически мы не знакомы с таджикской культурой, с танцем, потому что музыка это очень сильно, и это, в принципе, да, все понятно, да, это воздействует на наши эмоции, вот, на наше подсознание и приводит в наше соответствующее состояние. Но вот что касается этих танцев, движений, тут у меня, конечно, было такое как бы сожаление, что я не знаю так хорошо
хорошо таджикскую культуру, потому что в этих движениях этих рук, потому что они в основном статичны, эти женщины, все 5, да, и все основное передается с помощью рук. Вот что эти руки выражают, какие движения, какие эмоции, потому что как бы по действию это должно выражать их такое как бы сексуальное, как бы чувственное, эмоциональное раскрепощение, да, вот как бы это понятно, да, но что конкретно именно эти танцы, из каких танцев эти элементы, как бы это, мне это было как бы, к сожалению, вот как бы неизвестно, и, наверное, это как бы вот такое единственное непонимание, как бы, да, хотелось бы больше это узнать. В этом спектакле, как и в других спектаклях театра, конечно, присутствует такой минимализм. Да? Это место, откуда выходят, куда исчезают и откуда выходят герои. Это какое-то, как я понял, да, это какой-то силуэт дерева, да? Силуэт какой-то или виноградной лозы. И это такое обрезанное солнце, да? Кусок солнца. И это тоже для меня знаково. Дерево как природа, и солнце тоже как часть этой природы, да? Оттуда появляется какая-то дыра, какой-то космос, да? Такое ощущение, что все происходит как бы не на Земле, а где-то там в космосе, или из космоса приходят люди на эту Землю и туда же исчезают. Поэтому это очень красиво, очень как бы это символично все это выглядит. Про костюм Панфеи я уже сказал, да? Это вот очень большой, красивый, с воротником, да? Как бы этот воротник привлекает внимание. И этот воротник скрывает как бы лицо, голову, да, скрывается этот тиран-правитель, потому что костюм сильнее, костюм больше его, он преобладает. Дионис одет очень, как прозрачные такие одежды. Мне кажется, тут было очень важно подчеркнуть его тело, его телесность, да, он очень подвижный, он очень стройный, он очень красивый, он очень эротический, да, и тут важно было подчеркнуть эту телесность этого героя, да, поэтому он очень выглядит, главное, чтобы его тело было и движения были все время свободными, раскрепощенными, да. Костюмы хора Вакхан, это, конечно, национальные костюмы, таджикские, я так понимаю, разных регионов Таджикистана, потому что, да, все 5 женщин были одеты в разную одежду. Мне кажется, что это, наверное, логически, что это разные регионы, наверное, Таджикистана, это вот и горные районы, и негорные, вот как бы, да, разные цвета, разные орнаменты, разные украшения, да, вот, и это, конечно, дает очень сильную, как бы создает такую национальный колорит, как бы дает этому спектаклю, вот именно эта одежда этих женщин. Декорации и реквизиты просты и действенные. Они выполняют отведенную себе роль, не рассматривается зрителем как декорация или какой-то элемент, он точно вписывается туда, он не лишний, он не выбивается. Еще важно не забывать обычаи античного театра. Да? Главное внимание уделялось не декорациям, да, а драматургии. Да? Больше слова было значение, имелась красота слога. Да? Люди приходили слушать драму, так как каких-то больших активных действий не было, им хотелось вот первостепенность, главное было не декорации, а драматургия. И вот этот условный характер декорации просто только для обозначения места действий в этом спектакле она сохраняется. Они даже используются не для обозначения места действий, да, а больше для действий. И это очень хорошо, это хорошая работа художника. На заднем плане сцены, в глубине сцены, на первый взгляд можно увидеть Луну, да, что-то вроде Луны, освещенность и темной стороны, да, как будто вот одна сторона освещенная, другая темная, да, может это отклик на видимую и невидимую сторону сущности бытия, да, если помните, в спектакле тоже Дионис выходит и говорит, я войду в образ человека, я буду притворяться, и в конце тоже спектакль оказывается не таким, каким он оказался, да, не так он заканчивается, не так он драматургически, он выстроен не так. Мне очень как бы отозвалась во мне именно идея, что это может быть 2 стороны Луны, да, но если хорошенько присмотреться, то это полоски каких-то растительностей, это светлый круг, это может быть дойра, это может быть действительно не носило какой-то смысловой характер, это просто было как бы
кажется, что это могло быть просто как декорации, да, но уверен, что есть в этом какой-то смысл, который, к сожалению, может быть, я еще не допонял. Во-первых, сейчас вот я не про вопросы, а вообще про констатацию. Первое, что видит зритель в спектакле «Вакханки», это вот этот задний фон с полукругом и с ветвями. Я для себя определила такую ассоциацию, то есть когда я говорила в предыдущих наших беседах о спектаклях Овля Кули, я иногда называла их восточным ковром, то есть это нечто такое сотканное из разных лоскутков, что-то такое цельное, вместе с тем разнообразное, многообразное, с этническими мотивами, и иногда это даже про сочетание несочетаемого. После «Вакханок» я определилась с тем, что в спектакле «Овля Кули» это все-таки не ковер, это мандала, потому что у мандалы всегда есть центральный элемент. И в любом спектакле, в который «Овля Кули» сделал в вашем театре, у спектакля есть центр, как центр есть в мандале. То есть, если мы говорим, например, о «Суде дураков», там есть эта шкура, вокруг которой происходит действие, которая стоит ровно посередине сцены на заднем плане. А в спектакле «Каин» есть колодец, опять же, который основополагающую роль играет в этом действии, который находится ровно в центре. И в «Вакханках» точно так же, как и в любой мандале Овля Кули, существует этот центр. Так получилось, что, наверное, этот центр, это было для меня самое интересное визуальное решение в спектакле. Потому что все, что происходит помимо него, вот это уже во мне рождает вопросы и противоречия. И вот здесь, именно на этом моменте, возникает мое главное противоречие со спектаклем, потому что в спектакле для меня очень мало жизни. Мало жизни в персонажах, и в большей степени мне очень мало жизни в цвете. Несмотря на то, что режиссер спектакля и художник спектакля используют очень яркие цвета. Вот в этом и сложность, потому что те цвета, в которых появляются на сцене «Вакханки», и фиолетовый цвет этот, в котором выходит к публике Дионис, это очень чистые и очень мертвые при этом цвета. В кинематографии, в подходе художника-постановщика, художника по костюмам существует такой термин, как фактурить. То есть в производстве исторического кино костюмы обязательно должны быть отфактурены. Что это значит? Это значит, что они должны нести на себе след какой-то жизни, должны нести на себе историю. Те костюмы, в которых выходят герои спектакля, они театральные, и театральные в этом смысле это не похвала. Это как раз вот, знаете, когда киношники говорят о каком-то фильме, это очень театрально, это не комплимент, это преувеличено. И режиссер, который работает на малой сцене, у него нет ведь задачи, это не античная драма, которая показывается на 1000 человек. У него нет задачи показать, сделать заметными своих героев и их эмоции издалека. Он работает очень близко к зрителю. И когда зритель близко видит эти яркие цвета, это вот, не знаю, RGB, пантон какой-то. В этих цветах нет фактуры, и в них нет жизни. Они просто яркие, и они просто мертвые. Единственный живой цвет, который появляется, и единственная живая сцена, на мой взгляд, в том, что я рассмотрела в этом спектакле, это диалог Диониса и Пенфея, когда Дионис под видом жреца приходит к Пенфею и общается с ним как человек. Вот тогда он появляется впервые в одеянии, в таком достаточно помятой какой-то робе практически. И вот тогда в нем есть жизнь. И тогда есть жизнь и в визуальном образе персонажа, и в способе существования актера. И это единственный момент, который оправдан именно историей Эврипида и историей культа Диониса, потому что там есть жизнь. Очень интересная цветовая палитра костюмов, да, очень хороший подбор костюмов, очень хороший подбор цветов. Хочется понять, почему они так подобраны, да, и начинаешь немножко анализировать, что, зачем, почему у него такой рисунок. И это очень хорошо, это очень приятно для лицезрения. Костюмы, они не отдельны от образов. Костюмы очень хорошо слияются, очень хорошо попадают в образы. И это действительно прекрасно наблюдать за тем, как костюмы работают, и костюмы говорят, костюмы действуют в полном смысле этого слова. Но непонятно для меня остался открытым вопросом, почему именно так, почему именно у него такой костюм. Да? Это было интересно наблюдать и искать ответ, но я для себя не нашел этого ответа. Вообще, костюмы просто прелесть. Очень хорошая работа художника-костюмера, и очень мне понравился и как цветовой, и как действенное решение, и как оно смотрится, и какое оно отношение, или какое оно, эти костюмы, какое настроение дают. Это очень мне понравилось. Использование масок – это такая очень давняя традиция в культуре, в использовании в театре масок. Это сильные маски, большие маски
маски быков, да, маски быка. Конечно, это расширяет мое как бы видение спектакля и дает возможности дополнительные для интерпретации спектакля, потому что вот такого рода маска быка меня сразу отсылает к испанской культуре, к кориде. И это работает вот на тому, что у тебя появляются ассоциации, да. Первое, да, расширяются ассоциации. А вторая вещь, что, конечно, тут важен элемент, чтобы скрыть лицо. Ему одевают маску, да, ему предлагают эту маску для того, чтобы он скрыл свое, кем он является, кто он по-настоящему, да, что он правитель, что он тиран, что он как бы тут нелегально. И вот, мне кажется, это тоже вносит дополнение, это объясняет, что ты скрываешься за кем-то, за чем-то, что ты хочешь спрятать свое лицо перед кем-то, потому что ты все время боишься. Рано или поздно маску снимают, да, и поэтому, в принципе, это тоже снижает ответственность как бы этих женщин за это убийство, потому что они убили, не зная, что это, кто скрывается за этой маской. Поэтому это тоже очень важный элемент. Как бы мы не можем винить этих женщин, потому что они же не видели. Поэтому вот эта маска как бы имеет две для меня как бы функции. Это функция такое расширение, это как знак, как символ. Появляются дополнительные ассоциации, у меня это связано с испанской культурой, с коридой. И, во-вторых, это маска как способ скрыть свою суть, свое предназначение, свою функцию, свою роль. Он хочет стать тоже каким-то... Это тоже бык, да, это же как бы такой сильный должен быть. Он тоже скрывается за маской тоже властного животного, сильного животного. Но он таким образом скрывает свое предназначение, свою суть, кто он на самом деле. Рано или поздно потом эта маска покажет, кто ты являешься в действительности. В отличие от вакханок, которые в своих ярких одеждах очень декоративны, и в отличие от того же бога Диониса, который должен нести жизнь, он очень декоративный, он фактически бутафорский. Во всех этих одеждах, с золочеными каемками, да, с этими яркими цветами, фиолетовый цвет, но это в принципе, наверное, это здесь заложен символ, потому что фиолетовый — это цвет безумия по классической трактовке цветов. И здесь тот хаос, который несет Дионис, скорее всего, про это. Так вот в чем мой главный вопрос в спектакле, который рассказывает о Боге, созданном для того, чтобы нести жизнь, и о Боге, который несет жизнь людям. В этом спектакле нет жизни. Но визуально ее нет. И ее нет, я ее не вижу заложенной в смыслах. Здесь, конечно, колоссальную роль играет музыкальный ритм. Мне кажется, что вообще как бы спектакль создан именно как музыкальный спектакль. Вроде бы здесь только один инструмент, я не знаю, как он называется, но он сродни греческому тимпану, то есть это что-то вроде бубна. И вот этим ударом бубна практически подчинено все действие. Иногда бубен замолкает, иногда он подчеркивает что-то, иногда бубен совпадает с каким-то вот этим речевым речитативом, почти с пением, почти с какой-то мольбой, молением, иногда это почти вопли. То есть вот у меня ощущение, что здесь такая именно музыкальная какая-то драматургия, и артисты очень точно ей подчинены. Конечно, музыкальный ритм здесь просто вот он ведет все действие. Этот спектакль не имел бы, наверное, такого сильного звучания без музыкального сопровождения. Исполнитель, да, который играет на дойре, он задает, конечно, ритм и темп всему спектаклю. Да. Сначала он немножко, мы видим, в тени, конечно, доминирует герой, актер, слово, но потом он звучит все больше и больше, большей силой и набирает большую мощь, и он становится, да, таким тоже полноценным участником спектакля. И он создает, да, если сначала он только как бы аккомпанирует, да, как бы действию, как бы слову, тексту героев, то потом он становится, даже задает какие-то определенные интонации, темы, да. В основном эта тема, конечно, такая трагическая, как бы напряжение, волнение, да. В его игре много вот таких как бы ноток, связанных
написанные как бы с переживанием, с напряжением. И поэтому это очень-очень сильно воздействует на зрителя и вводит даже в какой-то транс, потому что это очень сильная музыка, очень сильное звучание, очень хороший инструмент и очень хороший исполнитель, который это все делает просто превосходно, первоклассно. Я думаю, что без его участия звучание бы этого спектакля не было бы таким сильным. В одном из переводов вакханок у Иннокентия Анинского есть выражение «кожаная музыка». Этого нет в оригинале у Еврипида, но переводчик использовал вот такое вот смелое словосочетание именно для того, чтобы символизировать музыку бубна. Потому что по пьесе что мы слышим, да, вот тех толп людей, которые ведут других за собой, своих апостолов, к культу Диониса, это звуки бубна и звуки флейты. Когда весь спектакль звучит этот ритм постоянно, безостановочно, этот живой звук, вот там жизнь. Это тот элемент, который символизирует собой жизнь. И нет жизни ни в богах, нет жизни ни в людях, но есть жизнь в этой музыке. Это может быть все, что угодно. Это может быть биение сердца. Все, что вы можете услышать в этом звуке, это может быть там шум крови в ваших ушах, того же сердцебиение, это может быть биение сердца ребенка в утробе матери, это может быть звук шагов. Все, что вы можете себе позволить услышать в этом звуке, он там есть. И что в этом символе еще самое удивительное, самое интересное, что меня вот очень тронуло, это ведь, когда в последней сцене уходит Дионис и оставляет людей, он ведь забирает музыканта с собой, он уводит его с собой, и на этом заканчивается жизнь. Нет, если нет музыки, значит нет больше жизни. Вот это был потрясающий символ, на самом деле очень интересный. И музыка — это, ну, пожалуй, одно из немногих, за что я могу сказать этому спектаклю «да». Несмотря на то, что она очень простая, но она вместе с тем наполняет спектакль, и она дает ему жизнь, и она очень интересная. Зритель не знает, какие это песни, да, конечно, они наверняка это таджикские какие-то национальные песни. Сначала рождается такое впечатление, что и ты когда смотришь, начинаешь, что думаешь, что вот так мы видим Грецию. Предположим, таджикский режиссер представляет, как это могло быть в Греции, да. Но, конечно, этот ход немножко как бы прямолинейным, и он через некоторое время, через 15-20 минут уже не интересен, да, как бы это фантазия режиссера, это мало кого интересует. А вот поместить текст в свою культуру, свою традицию, это, мне кажется, всегда очень интересно. Поэтому это сделано от начала до конца очень последовательно. Это очень безумно красиво, потому что это органично, это аутентично. И я думаю, что вот каждый национальный театр должен этим отличаться. Для меня это принципиально очень важно. Что если ты берешь какую-то классику, то ты все-таки должен понимать, что ты делаешь его для зрителей своего города, своей страны, да, для зрителей, которые знакомы, имеют как бы историю своей национальной культуры. И ты должен это каким-то образом соединить, или слить, или соединить, или даже поставить, как бы, может быть, в состоянии конфликта, да, со своей культурой. Это может быть по-разному, да. Но здесь для меня все это было очень органично. И самое главное, вот как бы независимо от того, какие средства, какие элементы ты используешь, должен читаться смысл, да, должны быть явны, быть очень четко обнаружены, четко видны главные идеи, которые заложены в этом произведении и которые хочет нам донести, нам передать как месседж режиссер, да, а эти три мысли, о которых я сказал в самом начале, вот, были как бы донесены. Поэтому это, мне кажется, очень натуральным, аутентичным. И это, мне кажется, это тот один из важных элементов, за счет которого зритель все время находится в контакте с этим спектаклем, в контакте с актерами, потому что это очень красивая песня. Вообще можно сказать, что спектакль стилизированно античный, да? Я не знаю, есть ли такой жанр, или можно ли так обозвать этот спектакль, или такое название дать этому жанру. Но вот он очень хорошо стилизированно античный. Для меня он таким показался. Я его воспринял именно так. Если бы, допустим, театр, как мы его знаем сейчас, зародился бы в Центральной Азии, и Еврипид бы написал эту пьесу здесь, то уверен, что спектакль 5-6 века до нашей эры выглядел бы именно так. Нет только масок, да, вот античного театра, да, были маски в античном театре, но это хорошо компенсируется широкими жестами, иллюстративными жестами, да, когда он иллюстрирует, он не просто говорит слова, он эти слова выражает, иллюстрирует телом, мимикой, да, активная мимика у актеров. Это компенсируется хорошо и убирается необходимость масок.
мне кажется, очень важные проблемы таджикской культуры и восточной культуры, и европейской культуры. 3 таких как бы основных темы. Это тема власти, какая должна быть власть и что такое власть в современном мире, как бы, хотя это, конечно, давние времена, и мы знаем, что это древнегреческая трагедия, но это говорит очень, очень много таких как бы ассоциаций с современностью. Это первая проблема власти и взаимоотношения власти и общества, власти человека. Вторая для меня проблема — это, конечно, проблема такого, как религиозная проблема веры и проблема, насколько мы открыты на другие новые течения религии, веры, как мы можем ли мы жить в содружестве, в сообществе как бы с другими культурами, верами и религиями. Это, конечно, тоже очень важно. Третья тема для меня — это такая женская, гендерная тема. Женщина, ну, конечно, в вашем спектакле это женщина Востока, да, и это в тексте есть женщины Востока, но это вообще как бы тоже универсальная тема. Это судьба женщины и также очень близко для восточнославянского, для белорусского общества, как бы очень тоже знаю по собственной истории, по собственных родственниках, где существует патриархат, где мужчина очень сильно имеет власть в семье и который полностью подчиняет себе женщину. Да? Женщина только сводится ее роль исключительно к выполнению каких-то основных таких жизнедеятельных функций, да, накормить, напоить, приготовить, убрать и так далее. И это очень серьезный, конечно, текст, хотя, конечно, он был немножко сокращен, 1:20, но это ни в коем случае не помешало. Мне кажется, это сокращение было очень сделано культурно, очень тактично по отношению к тексту, да, что текст ни в коем случае не разрушен, да, все эти 3 темы прозвучали в полную мощь, в полную силу, да. Но, может быть, одна тема человек и природа, как бы здесь ушла, как бы, и там есть еще одна история очень важная в трагедии, да, связанная с природой, да, что благодаря соприкосновению как бы с природой эти женщины, баханки, почувствовали такую полную свободу, раскрепощенность, да. Как бы эта тема тут ушла немножко как бы на другой план, да. Но это не так важно. Главное, 3 эти темы, они прозвучали достаточно сильно и достаточно выразительно в этом спектакле. Там ведь заложены определенные темы, о которых можно было поговорить сейчас. И я очень ждала, что режиссер со мной поговорит на эти темы. Поговорит на тему слепой веры, например. Да, это ведь очень актуальная история. Это то, что мы уже проходили в предыдущих спектаклях, например, о противостоянии действующей власти и религии. Это очень важно в условиях светских государств, в которых мы живем. Но во всем мире все больше с каждым годом становится религиозных последователей разнообразных направлений религий, как с традиционных авраамических, так и разнообразных сект. И конспирологи, которые нас вокруг обступают просто со всех сторон, это ведь тоже практически религиозное уже течение, потому что это безусловные культы. И мне было бы интересно, если бы режиссер со мной поговорил об этом, например. Или о политическом устройстве. Ведь тот же Пинфей — это тиран, несмотря на то, что он у Эврипида молод и прогрессивен. Он ведь очень жесток. И опять же, наши с вами страны и соседние страны. То, что мы видим на сегодняшний день, это проявление тирании. И насколько мы можем себе позволить быть живыми в этих условиях, когда нас окружает тоталитарная власть. У Эврипида за свой тоталитаризм и за свое неверие герой поплатился. Долго ли нам ждать, пока наши с вами диктаторы поплатятся за это? Это очень интересный разговор. Дионис, как бы воспользуясь нашим состоянием, сделал свои грязные дела. И вот когда на сцене Агава показывает растерзанного зверя, это оказывается голова его собственного сына Пинфея, мы по-новому переживали свою трагедию. Видимо, эти чувства, это волнение, это чувство обиды, это чувство вины многим нам не давало в себе признаться в своих ошибках, в свое прошлое. Но режиссер, видимо, очень мудро поступил, что поставил именно эту сцену, ибо через всего это нам показал, но самое главное,
Это 90-е годы уже остались позади, и врагу не хочется пожелать всего этого. Но в свое время это очень такой сильный посыл, чтобы мы не забылись, что Вакх еще не умер. И действительно, если когда вглядывается в сегодняшнее политическое состояние стран Центральной Азии и ближнего и дальнего зарубежья, действительно есть очень много сил, которые хотят вернуть нам Вакха, поставить на пьедестал правления. И вот это было очень таким, знаете, точным, тонким определением. А ведь это было до вот этих событий в Кыргызстане, до этих событий в Белоруссии. Режиссер дал нам понять, чтобы мы были бдительны. В театре очень редко получается, что театр, он как бы определяет будущее, но здесь очень мудро, даже пророчески поступил Ходжи Кули Авлио Кули, определив вот будущее нашего состояния. И он хотел нам дать понять, что то независимость, которую мы обрели, она очень еще хрупкая, и надо будет беречь его. Думая о цели спектакля или об идее этого спектакля, я не нашел для себя ответа. Я знаю, что спектакль очень интересный, спектакль очень вопрощающий, очень много вопросов вызывает спектакль, очень много наталкивает очень на многие интересные мысли, но как бы явной идеи, главенствующей цели я, к сожалению, не смог прочесть. Как будто целью спектакля была не идея, да, не внести идею. Больше было это эксперимент над формами, как будто бы. Некий эксперимент именно над формой, над синтезом. Целью режиссера или творческого состава, нет, все-таки целью режиссера было направлено на повышение потенциала творческой группы, чтобы труппа могла работать в разных жанрах, немножко смешивая, немножко нетрадиционно, немножко неправильно с точки зрения правильности другой эпохи, да, и расширение немножко сознания и восприятия зрителя. Я не знаю, насколько зрителю знаком или настолько зрителю близок именно вот такой жанр, вот такое исполнение, вот это хор, да, насколько он близок, насколько он знаком с таким жанром, с таким стилем спектакля, с такой постановкой. Но мне кажется, именно целью этого спектакля было в том, чтобы расширить. Люди, есть вот такой театр, есть вот такая театральная эстетика. На сцене можно творить вот такие. Мне показалось, что это была целью. Да? В спектакле нет положительных сторон. Нет правильные и неправильные. Как будто бы правильные и адекватные вещи говорится неадекватным образом. Да? Перфей, он он неприятен для большинства зрителей, на мой взгляд. По крайней мере, мне было неприятно его слушать. Не потому, что мне неприятно, а образ был неприятный. А адекватные люди ведут не совсем правильный образ жизни. А если Перфей говорить о хороших вещах, ну, прям вот с таким немножко гиперболированным негативом, то Дионис вроде бы говорит плохие вещи, делает плохие вещи. Или учитель Перфея, да, говорит плохие вещи, делает плохие вещи, но при этом адекватно это они говорят, и ты не начинаешь думать, где правда, где ложь, где столкновение, да, и получается, это спектакль-дилемма, который оставляет открытые вопросы, тебе нужно думать о том, что и как. Я не знаю, у меня вот при просмотре этого спектакля было куча вопросов без ответов. Может быть, потом как-нибудь придет ответы, да, может быть, потом, когда несколько раз пересмотришь или там пересмотришь другие спектакли или еще раз окунуться, перечитать критику, да, может быть, тогда придет осознание, может быть, мои коллеги подсказывают ответы на вопросы. Но у меня не было таких ответов. Для меня спектакль остановился как спектакль дилеммы. Или, вот, например, или Дионис, как покровитель театрального искусства, да, можно так сказать, пытается ворваться в общество и в жизнь города. Может быть, Перфей – это какие-то консервативные силы, которые пытаются остановить что-то нетрадиционное, да. Может быть,
они противят Дионису, зная его мощь в распространении идеи через театральное искусство. А все грехи, которые приписаны Дионису, схожи с мнением обычных людей насчет театра. Да? Может быть, там не все праведные люди, эти артисты, правильно? По мнению толпы. А мнение толпы об актерах, артистах, о богемности, да, о театре и так далее и тому подобное, об искусстве вообще, о людях в искусстве, не совсем лестные, правильно? А может быть, это и есть как бы видение Диониса, это может быть на самом деле и приписывается к Дионису, может быть, этого и не было. Я не знаю. У меня вот дилемма, которую я не смог найти. Я не смог найти ключ к этому спектаклю. Здесь можно было бы говорить о правах женщин. Естественно, этой истории не было заложено у Еврипида. Но это ведь очень сильно бросается в глаза. Почему Дионис ведет с собой из Азии женщин? Почему за ним следуют женщины? Потому что в женщинах это сила. Потому что женщины управляют обществом. И это все в их руках. И почему к трагедии приводит именно женщина, больше того, приходит к этой трагедии мать. Агава убивает собственного сына, это мотив где-то убийства, это, опять же, достаточно интересная, актуальная тема. И это ведь то, что на сегодняшний день происходит, и то, о чем мы читаем в новостях. Это вопрос отношений отцов и детей. Да, это начиная от взаимоотношения Зевса с Дионисом, взаимоотношения Пенфея с собственной матерью и с собственными предками. Почему так происходит? Терезий и Кадма, да, два главных это персонажа, два старика, которые все время рядом, да, и поэтому это тоже очень сильно звучит тема старости, тема уже как бы умирания, потому что это один из них, да, слепой, другой уже никому не нужен, да, и вот это тоже обнажает эти проблемы нашего общества, да, почему они поддались Дионису, да, почему они тоже увлеклись этим культом, да, почему они тоже стали жертвами, да, ну, наверное, потому что нет, наверное, выхода, потому что диктатура — это тоже как бы в вечном состоянии, ты не можешь быть все время вечно в диктатуре, ты хочешь какой-то свободы. А Дионис дал ему возможность пережить что-то такое, чего они в жизни не пережили, как бы не испытали. Хотя бы в мыслях, да, потому что понятно, что они там как бы не, в отличие от женщин, которые полностью подчинились, как бы, да, и вошли в этот культ, наслаждались, да, в гармонии с природой и так далее, они, конечно, не могли себе этого позволить, да, но хотя бы в мыслях они пережили то, что пережили эти женщины, и они в каком-то смысле даже им завидовали, да, и вот эта тема старости, ненужности, умирания, когда мы не используем опыт таких мудрых людей, которые могут нам что-то сказать, могут быть нам чем-то полезными, необходимыми, это тоже очень такая грустная тема вашего спектакля, да, размышления о старости, я бы сказал, это, да, 4-я тема, которую я не вспомнил, но которую, наверное, нужно как бы тут упомянуть. Потому что все-таки, насколько мне известно, восточные особенно традиции, кавказской традиции, да, старый человек, пожилой — это уважаемый человек, да. В вашем спектакле это никому не нужные люди. Тоже такие странные два старика, вот, над которыми Панфей насмехается, издевается над ними, да. Поэтому это тоже тема старости тоже для меня очень важная в этом спектакле. Что касается персонажей, мне здесь очень интересна фигура Пенфея в этом спектакле, потому что, мне кажется, здесь режиссер очень сильно пошел в разрез с позиции драматурга и с позиции, в принципе, вот всей античной драматургии, потому что мы имеем здесь по жанру? Это, естественно, это античная трагедия, и никуда плюс-минус здесь не уйдешь. И в таком же ключе, собственно, поставлен спектакль, он поставлен как античная трагедия. Но в любой античной трагедии должен быть герой, и это герой положительный, обязательно, потому что так работает закон жанра. Кто главный герой в поэме «Вакханки»? Это, естественно, не Вакханки, естественно, это не Дионис. А главный герой трагедии — Пенфей, ведь это именно он жертвует жизнью, и в трагедии умирает главный герой, и главный герой должен быть положительным. В спектакле нет положительного героя Пенфея. Он не симпатичный совершенно, и он не вызывает никакого сочувствия. И сочувствие ведь какой может вызвать персонаж? Тот, которого приятно ассоциировать с собой. Возможно, это метущийся человек, возможно, это человек противоречий. И как раз о чем я говорила в начале, да, если Еврипид частично ассоциирует Пенфея с собой, это должен быть такой герой, у которого горит внутренний огонь, который должен сделать выбор для себя.
Пинфей в этом спектакле не проходит этого развития, он не проходит никакую арку. Он изначально против, он тиран, у него нет сомнений относительно того, что культ Диониса — это плохо, и что его люди, которые идут на поводу у религии, поступают неправильно. Единственная позиция, которой он придерживается, это его собственная позиция. И он не дает себе никакого права выбора. И, естественно, такого героя очень сложно ассоциировать с собой, потому что он неприятен. И где в спектакле герой? Героя нет. Вот в этом сложность, наверное. И получается, что, несмотря на вот эту вот искусственность, декоративность, несмотря на то, что вакханки и сам Дионис выглядят бутафорскими, выглядят больше куклами, чем артистами, они все равно более симпатичны, чем главный герой, который должен быть человеком, и в котором должна быть жизнь, и который должен вызывать сочувствие. Самым живым, наверное, в этом спектакле оказывается персонаж Тересия, потому что он простой. Он как этот бубен, как музыка. Он интересен именно тем, что он прост. Он бесхитростный. Он верит просто потому, что так положено и потому, что ему так удобнее. И он сыгран вместе с тем очень просто. Вот это актерская пластика совершенно возрастного артиста, который принимает эту сцену такой, как она есть. И у него нет другой жизни, кроме этого театра. И нет у него другого персонажа в этом спектакле, кроме этого персонажа. И он прекрасен в этой своей простоте. И получается за счет этого интересный персонаж. Потому что он ему просто слепо поверил. В самом начале спектакля, еще в одной сцене, когда впервые появляются Кадм и Тересий, это старики, и они появляются в танце. И в этом моменте тоже есть немного жизни. Но здесь ведь у них другой бэкграунд и другая история. Если мы говорим о вакханках, это люди, которые идут в эту религию на энергии. Люди, которые очень экспрессивны. В истории двух стариков, почему они приходят в этот культ, почему они идут за религией. Есть ведь такая точка зрения, что, как правило, в религию люди приходят с возрастом. И я слышала такие разговоры, да, которые там ведутся в сторону людей более старшего поколения, когда говорят, тебе уже столько лет, и ты уже должен прийти к Богу. Ты уже должен начать читать намаз или начать ходить в церковь. И вот эти люди, эти два персонажа, эти два старика, они приходят безапелляционно к религии. Они приходят просто потому, что им там спокойнее. Им не нужно никакого логического обоснования. Они туда не за жизнью идут. Они идут туда за понятностью и за спокойствием. И в этом их жизнь как раз, и поэтому они выглядят живыми. Верят ли другие артисты в своих персонажей? Здесь у меня большой вопрос. Потому что я вижу отторжение, я вижу непонимание. Я вижу попытку дистанцироваться от происходящего, попытку разобраться, возможно. Но нет жизни в этом спектакле. Так и артисты этой жизни ему не дают. Потому что мы ведь говорим о чем? Это все-таки античная драматургия, это мертвая штука. Это в Эврипиде тоже давно нет жизни. Значит, есть Панфей, да, правитель, да, который ведет себя от начала до конца как человек, который не хочет никого принять, не хочет допустить возможности, что есть некий другой культ. У каждого актера для меня очень точное исполнение, очень точная игра, потому что это, я думаю, это все сделано режиссером, да, наверняка. Режиссер с каждым из вас говорил, подробно поставил какие-то задачи, и наверняка, я думаю, что каждый из ваших актеров точно выполняет ту функцию, которую вот он как бы несет. Панфей — это человек как бы такой маска, но у него нет маски, у него есть скелет. Очень хорошо придуманный такой костюм, такой плащ с таким воротником очень странным и красивым. Да? Он привлекает внимание, но этот костюм его закрывает, как бы, да, он большой для него. И это намек на то, что он человек как бы должности, человек места. Да? Как бы тут не важно, что ты думаешь, а важно, что все ожидают от тебя, как от тирана, конкретного поведения, конкретных действий. Да? И тебя никто не рассматривает, не видит в тиране какую-то личность. Да? Это не важно, это не нужно. Да? Важно вот то как бы маска, за которой скрывается как бы, да, человек. И он от начала до конца действительно последовательно ведет себя как человек, который никогда не хочет отказаться от каких-то своих убеждений. Вот это вот как бы такой тиран в таком как бы очень крайней форме проявления, да, потому что каждый тиран тоже может иметь минуты слабости и так далее. Тиран Панфей из этого спектакля — это человек очень властный, очень решительный, очень категоричный, который не хочет даже допустить мысли,
что в этом мире существует что-то, что он не может понять, что он не может принять. И это очень от начала до конца последовательно видно. И поэтому он погибает, потому что так жить невозможно в современном мире. И мы видим. Тут можно, конечно, провести очень много параллелей, как бы аллюзий на то, что происходит, правда, и в Беларуси, и в России. Вот. Это очень сильно показывает, да, что рано или поздно эти правители будут высмеяны, да, потому что вот такая категоричность, такая последовательность, желание любой ценой идти до конца, это в наше время, в начале 21 века, это, к сожалению, может обернуться катастрофой не только для этих людей, но и для всей страны, для всего общества. Его антипод, да, Дионис, это человек без какой-то структуры. Очень интересно, как он появляется, когда его привязывают, да, его связывают, и он становится какой-то такой, как бы как куклой, которая держит за ноги, да, и он такой вот неваляшка, который переваливается через себя. Очень, я думаю, хорошее, красивое решение и очень красиво визуально это выглядит на фоне этого такого жесткого, такого очень категоричного, такого тоталитарного мира, да. Этот герой показывает, что он как какой-то клоун, это немножко решено в трагедии такого площадного театра, да, когда выходишь на улицу, да, и ты показываешь, вот обычно это напоминает мне вот площадной театр, и этот персонаж напоминает мне такого шута, клоуна, да, который делает все, что он хочет, да, он хочет показать, что мир, в который он попал, а он попал действительно в очень жесткий, очень как бы такой тоталитарный мир, этот мир можно легко разрушить, да, можно разрушить через слово, можно разрушить через пластику, через поведение, через игру, и вот он играет, эта форма его такая очень интересная и очень хорошо придуманная. Дионис в конце, в финале, да, когда он исчезает, уходит, да, он произносит слова, которые, да, они звучат в пьесе, и, может быть, он их наказывает, да, это его слова как некий упрек тому, что вот вы сами виноваты, да, и, наверное, может быть, это правильно, потому что, конечно, это жестокое обвинение обществу за то, что оно живет не по правилам, как бы не так, как надо, как бы по каким-то своим правилам, придуманным этим обществом, да, но эти женщины как бы сами виноваты. Ну, конечно, это как бы есть в тексте, но я думаю, что тут мы понимаем, что они виноваты и не виноваты, потому что женщины в том, что они совершили как бы этот поступок, потому что это неминуемо, потому что если ты посвящаешь себе чувственности, да, эротичности, эмоциональности, тогда вот это сознание уходит на другой план. Это как бы намек на то, что каждый в своей жизни должен соединить вот это дионисийское начало и аполлонское начало. Да? Дионисий – это культ тела, эмоций, чувственности, сексуальности, и аполлонское начало – это культ разума, рациональности, да, и вот в конце финале это мы видим, да, это намек на то, что это как важно, и то, что это говорит Дионис, который это как бы понимает, да, этим людям, это вот тоже очень сильно, да, он показывает о том, что нужно помнить и Аполлоне в нашей жизни, в нашем сознании, да, что вот это аполлонское начало тоже очень важно и тоже очень значимое для нашей жизни. Без него наша жизнь становится неполноценной, да, как бы ущербной даже в каком-то смысле, что мы совершаем ошибки, если мы поддаемся одному или второму. Начало спектакля – это очень хорошее и потрясающее слияние национального колорита с античными традициями. Мне очень понравилось именно в спектакле переплетение двукультурья. Хотя и в других спектаклях театра существует и видно, но все же именно в этом спектакле очень хорошо выражено, очень хорошо и так приятно слиты две культуры, и это очень приятно смотреть и очень интересно наблюдать за этим. Бывают моменты, когда ты не понимаешь, это из античного театра взято, из драматургии или же из национального колорита с путем творческого перевоплощения, переосмысления. Плавное именно вот это слияние. Это не бум-бараха, да, это именно вот плавное слияние двух разных культур и эпохи. Античное в начале, да, античное их это позы, это существование хора, да, это хор, это мизансцена. А национальное это музыка, это пение хора, и элементы костюмов, платки или стиль ношения этих платков. По спектаклю сразу видишь, как это хорошо сплетено.
по спектаклю видишь, как хорошо это как будто бы братья, народы, побратимы, да, это которые вот как будто одной ветки вышли. На самом деле это далеко-далеко географически, временами, эпохами, культурой, религией, но все же это очень хорошо сплетено в спектакле, и это потрясающе. В первой сцене оплакивания Самела очень хорошо и очень похож на наши традиции аза, да, когда вот поминки приходят первый день поминок, когда женщины вот так вот в голос, причитая, плачут. Но при этом ты понимаешь, что ты смотришь античную драматургию, но при этом ты видишь наш национальный, как бы местный или там к нам приближенный обряды и традиции. Вы использовали не молодых девушек, да, потому что обычно, как бы у меня особая история с этим спектаклем, потому что я занимался историей Национального театра Беларуси. И в Беларуси в 20-е годы было 3 национальных театра. И один из театров был создан в 1926 году в Витебске. Но студенты, которые его создали, они обучались в Москве. В Московском художественном театре, будучи в Москве, студентами подготовили 6 спектаклей. 5 спектаклей в Москве, и 1 они уже делали в Витебске. И у них был в репертуаре 6 спектаклей. И один из спектаклей эти были бахантки. Я очень подробно это пытался описать и проанализировать. Это были молодые люди, которым было 23-24 года. Да, в основном вот хор бахантках, это были девушки, которые были открыты вот на такие сексуальные эротические игры, да. В вашем спектакле это уже возрастные актрисы, да, это уже женщины в возрасте. Но это звучит тоже как-то очень сильно, потому что это женщины, которые до конца не имели возможность понять свое тело, прочувствовать свое тело, развить свои какие-то эмоциональные, эротические, сексуальные потребности, желания, да. И только с приходом Диониса, как бы вот в таком возрасте уже довольно зрелом, они это открывают в себе. Но, как мы видим, это тоже звучит очень сильно, потому что по сюжету они за это наказаны, да, потому что одна из них убила своего собственного сына. Запретный плод всегда очень как бы сладок, да, но потом следует наказание. И поэтому это имеет такое двойственное значение. Но в этом спектакле тоже имеет то, что мне очень сильно понравилось, что это не молодые актрисы, а возрастные, и это тоже звучит тоже очень сильно, потому что ты понимаешь, что люди, которые столько лет прожили, они до конца не испытали радости, наслаждения, телесного наслаждения от контакта с мужчиной, с ребенком, с детьми, неважно с кем, потому что тут, конечно, речь идет не только о таком телесном наслаждении, а просто о духовном, эмоциональном наслаждении. Да? Очень хорошие все женщины, которые пребывают в таком состоянии, они от начала до конца, да, вот как бы эта чувственность, да, они не раздеваются, они не обнажаются, они показывают свое отношение к происходящему через танец, через движение, да, это очень, мне кажется, интересно, и это очень это как знак какой-то, да, вот они единственные, которые вот держатся в этой, от начала до конца, они пребывают в этой форме, строгой форме, которую для них придумал режиссер, они все время стоят полукругом, да, у вас многие спектакли сделаны в форме круга, я не знаю, заметили ли вы или нет, это такие формы очень традиционные для культуры, для театра, как бы очень легко таким образом через форму эти спектакли ваши, они входит в сознание зрителя, потому что зритель как бы весь воспитан на каких-то традиционных пониманиях формы, да, квадрат, круг. Круг — это бесконечность, это все время какое-то возвращение к одному и тому же, повторение каких-то определенных действий, поступков, идей и так далее. То, что они стоят в форме полукруга, да, это тоже очень как бы знаково, да, точно очень расставлены через вот такую жесткую композицию, то, что трон, на котором сидит, да, Панфей, да, и на который тоже потом взбирается какое-то время Дионис, это как бы все в центре этого круга. Очень точные, для каждого предмета есть точное место, и это все вписано как бы в традиционную символику. Да? Это все время зритель делает отсылку к какой-то традиционной культуре, к античной культуре, греческой культуре. Поэтому это средневековой культуре. Это очень такой для меня средневековый спектакль по своей структуре, по своей композиции. И, наверное, они очень мудро поступили, что выбрали именно это произведение. И вот в решении этого спектакля все служило выражению главной идеи. Казалось бы, с первых минут, когда еще представление не началось, мы видим черную одежду
между сцены с красным солнцем и сухие, казалось бы, белые ветви винограда. Вместо того, чтобы вот с этих ветвей истекало вино, а оно уже высохло. И когда начинается действие, и все актеры падают вот в этот некий транс, они притягивают и зрителя к своей работе. Бывало очень тяжело смотреть на этот спектакль, потому что каждая мизансцена нам напоминала наше прошлое, нас самих. Уж очень точны были выражения каждого актера, очень был точен ход режиссера, который нам напоминал наше прошлое. И вот когда казалось, что актеры бьются в конвульсии на сцене, в этом безумстве они поют и танцуют, вместо того, чтобы впасть в недоумение, зрители падали в глубокие раздумья. И действительно, Вакх, как божество в виде Диониса, здесь присутствовало во всем. И как бы оно наказывало вот жителей Фива за непокорство. Через такое же нам пришлось и пройти. Как мы знаем, в древнегреческой трагедии очень важен роль хора. А здесь хора в его в таком классическом понятии нет. В качестве хора здесь выступает хором из Минат, здесь выступают главный Вакх и три сестры Агавы. Вот этот некий ансамбль в ансамбле очень четко показывает, на что способно человечество в состоянии безумства. Сцена, где одна из вакханок учит Диониса танцу. Помните, его кандалы, и он сидит, да? Его освобождает она его от кандалов, куда посадил Перфей, и начинает учить танцу. Да? Это тоже вызывает вопрос. До этого было сказано, что Дионис совращает женщин и учит всех, в том числе и к разврату всякому и так далее. А тут мы видим, как женщина учит танцевать его, а потом и другие его к чему-то учат. Да? Каждый из вакханок учит его каким-то действием, каким-то жестом. Может, я не знаю, может, это следствие пьяности, да? Может, через вино раскрывается танец в женщинах. Я не понял, я не мог его разгадать. Очень интересный, очень насыщенный спектакль, но у меня не было ключей для разгадки. В этом спектакле есть одна очень важная сцена, которая вносит очень сильно новый акцент. Это сцена, конечно, освобождения Диониса. Дионис привязан, да, как мы помним по сюжету, он привязан, и женщины, которые приходят, они его освобождают. И эта сцена, я думаю, самая сильная в этом спектакле и очень самая знаковая в этом спектакле, потому что она показывает, как бы, что эти женщины были готовы, они хотели его прихода. Они знали о том, что существует Дионис, да, но который не был принят правителем, не был принят какой-то определенными людьми, определенным кругом. И то, когда они приходят и выполняют свой танец, они его освобождают этим танцем. И тем самым дают ему такой знак, что мы готовы к освобождению, мы готовы идти за тобой, мы готовы быть с тобой. Это, мне кажется, очень интересная интерпретация, что когда женщины своим поведением, своим движением, своим танцем способствуют освобождению Диониса и таким образом намекают, говорят, как бы, и указывают на то, что они, в принципе, готовы быть с ним, готовы войти как бы в его философию, подчиниться ему в каком-то смысле, да, и идти за ним, да. Это очень, мне кажется, интересная мысль, да, что нам кажется, что если мы что-то прячем, как бы убиваем в нашей жизни какую-то веру, религию, какую-то группу, какую-то идею, то эта идея навсегда исчезнет. Нет, люди предрасположены к каким-то идеям, и если появится хоть какая-то минимальная возможность, они сразу же включатся как бы в это действие, на себя испытывать, как эта идея работает на них. Вот как бы. И в этом спектакле это очень хорошо это показано, это видно. Но попробуйте поменять Диониса и вино чем-то другим, отравляющим наш мозг. Или чем-то другим, отравляющим сознание, мировоззрение, мировидение друзей, молодых людей, детей вокруг, меняющим наше представление о реальности, из-под действия каких средств сегодня происходит подмена понятий, ценностей. Может, это
экстремистически настроенная религия, псевдорелигия, может быть, это псевдопатриотизм, может быть, это накрученная, напедалированная жажда добродетельности, не знаю. Но понятно, что это что-то, что меняет наше видение, наше мировоззрение и меняет какие-то наши понятия. Под воздействием именно таких средств голова сына кажется головой убитого льва, и горе кажется праздником, да, торжеством. Может, это и есть идея спектакля. Еще один момент. В античной драматургии главенствует идея, что все в руках Бога, и человек всего лишь игрушка. Допустим, очень хороший пример Эдип. Это было и общепринятой верой для всего античного мира. Люди тоже верили в то, что все зависит от Бога, и они ничем не изменят свою судьбу. А в чьих же руках сегодня мы? Не попадаем ли мы под такое настроение, когда мы говорим, что мы безвольны или мы ничем не можем изменить сложившейся ситуации? Почему некоторые умы покидают наши страны, потому что не могут что-то поменять? Почему они сдаются в этом бою? Я не знаю, честно. Кто управляет нами сегодня? Кто управляет нашим сознанием? Информация. Откуда мы берем информацию? Может быть, это и есть Дионис. Может быть, мы против этого и надо подумать. Может, вообще просто надо подумать, откуда ты берешь информацию и кто управляет твоим видением этого мира. Может, это и есть идея спектакля. Панфеи — это, конечно, тираны, которые правят вечно. Сейчас это вот Лукашенко в Беларуси и так далее. Вот это люди, которые хотят вечно править и которые никогда никоим образом не хотят допустить к мысли, что существует некий другой взгляд, как бы и другая возможность править страной, и существует какой-то другой порядок, другие законы и так далее. Дионис для меня — это вот все, что угодно может быть, то, что мы не хотим принять по каким-то там, не знаю, по своим причинам, поводам, основаниям и так далее. Это может быть касаться и религии, это может быть касаться даже какого-то конкретного человека, который мы не можем, да, согласиться с тем, что он рядом с нами, мы должны с ним как-то жить, существовать, работать и так далее. Ну, конечно, тут как бы идея важна больше, да, в этом спектакле. Вот этот культ Дионисия, да. Но это для меня также и конкретный человек, и конкретные люди, за которыми скрывается какая-то другая философия, другие ценности. И если эти ценности нам не близки, то мы сразу отказываемся, да? Мы сразу говорим, что нет, это нам не подходит, это нам не нужно и так далее. И вот это приводит к тому, что эти ценности, философии и так далее рано или поздно появляются в нашей жизни, да? И тогда это может иметь очень негативные последствия, потому что они разрушают эту жизнь. И человек, который до этого ничего не принимал, совершает какие-то поступки, которые могут не только разрушить его, но разрушить все, что его окружает. Таким образом я это вижу. Который вместо того, чтобы к ней каким-то образом присмотреться, мы ее отвергаем. Да? И это, конечно, огромная ошибка, да? Потому что отвержение, что это уходит на другой план, но это не исчезает совсем. Это, конечно, такая философия жизни в начале 21 века, это является очень опасной, потому что тот опыт, который мы накопили, культурный опыт, прежде всего, также политический, общественный, это очень важный опыт, как бы, да, и мы не имеем права забывать, игнорировать этот опыт, и не имеем права какие-то идеи, какую-то философию игнорировать, как бы отказываться от этого, говорить, что это не может быть никогда, да. И в наше время это может быть очень опасно не только для этого человека, который так поступает, но это может быть опасно для всего общества и может быть даже как-то для большой части территории, да, для Европы то же самое мы видим, для Азии, для Америки и так далее. То есть я вижу тут огромные проблемы, поэтому Еврипид, конечно, это драматург, писатель на все времена. Очень интересно, что же думают зрители. Реакция зрителя очень такой... Мы видим, как они хлопают, когда идут песни, танцы, да? Но о чем они думают в это время? Какие мысли или какие чувства возникают у них? Как реагирует зритель на спектакль? Мне кажется, им не совсем понятно, что происходит на сцене, но оно удивительное и притягательное. Вот почему зритель не уходит, зритель смотрит, внимательно наблюдает, но
может быть, и у них возникают вопросы, может быть, и у них есть свои вопросы. Может, нет вопросов вообще места там быть, а есть только удивление. Может, только удивление и без вопросов. Я не знаю. Видно, что зритель реагирует на что-то смелое, необычное. Да? Вот, например, когда Перфей бросает кувшин из-под вина на землю, и он разбивается вдребезги, кто-то из зала восхищенно похлопал. Да? И вот я прям почувствовал, как он не удержался, что похлопал. Видимо, нужен им такое зрелище, где все происходит по-настоящему, и настоящий кувшин ломается, а не бутафория, и уже привычный обман. Может быть, им уже надоела эта иллюзия реальности, да, на традиционных сценах театра. Я понимаю, что это не совсем то, о чем можно говорить, приводя пример смелость творческого состава, да? Но, как и у нас в Узбекистане, очень многие театры грешат тем, чтобы понарошку бросить, понарошку ударить, понарошку все делать. Да, тут по-настоящему взяли и выбросили кувшин, который прямо в моих глазах разбился вдребезги. Это его потрясает, этого зрителя, который похлопал, не удержался, его потрясает. Видимо, такой театр нужен. Видимо, люди устали от не по настоящему театру, да, который не в самделишный, да, который вот понарошку. Вот, например, момент вот этот, да, по-настоящему льют воду на голову актеров, и актеры согласны на это. Это, наверное, вопрос у зрителя и восторг от того, что это реально происходит. Потому что не всякий актер, по крайней мере, наших театров в Узбекистане, согласится, чтобы его обливали водой. И не понимали, о чем это происходит. И можно же это на самом деле исключить. Это же не ключевая сцена, где происходит. Но это бы потрясло и нашего зрителя тоже, на мой взгляд. Потом идет сцена, где Дионис и Перфей вроде дерутся, да, но дерутся на расстоянии, и это тоже очень натурально. На самом деле очень натурально, потому что они реально и яростно машут кулаками. Конечно, они не попадают друг в друга, да, не бьют в лицо, но и не притворяются, что попадает. Может быть, именно вот такой театр хотелось посмотреть, вот такой спектакль хотелось смотреть зрителю. Может быть, это и была идея, цель этого спектакля — показать настоящий театр, не поддельный. Современный зритель как-то вот каждое произведение анализирует через призму новой драмы. Анализировать это произведение через призму новой драмы не получится, потому что это ритуал. Не ритуал безумства, а некий ритуал очищения. Артисты вот этот ритуал очищения прошли с гордостью. Они очистились, они выполнили свою задачу, свою миссию перед зрителем. А настолько мы очистились, настолько мы поняли и настолько мы были готовы к этому, это уже задача каждого из нас. Возвращаясь к мысли о зрителях, мне кажется, тут есть место отдельному исследованию по теме влияния театра на социум через своих зрителей. Я знаю, что этот проект поддерживается местными властями, международными организациями, и один из названий, если я не ошибаюсь, звучит как «Театр в городе» и «Город в театре». Да? Очень хорошая именно связь театра с городом, с обществом, живущим в городе. Мне кажется, имеет смысл на следующий год или на следующих этапах этого проекта провести какое-то исследование, именно касающееся влияние театра на простую жизнь, на простые мысли простых его зрителей. Да? Это может быть социальный какой-то или, может быть, даже поведенческий какой-то анализ. Но мне кажется, это будет очень интересно. Мне кажется, этот театр и эти спектакли не могут остаться бесследными в сознании людей, которые посмотрели хоть один спектакль. Я знаю, что театр не этим спектаклем открылся, да, и не только эти спектакли в репертуаре театра, но все же, мне кажется, эти спектакли, о которых мы говорили, имеют особенное место в истории развития театра. И, соответственно, должны иметь значение в общественном сознании. Мне кажется, именно исследование зрителя или изменение мышления, поведения зрителя даст возможность понять, насколько был большой эффект этих спектаклей и действия этого проекта, деятельности этого проекта.
Мне кажется, здесь режиссер больше шел в сторону не символизма, не такого как бы ассоциации. Да? Конечно, это важный элемент каждого спектакля, если у зрителя появляются какие-то дополнительные ассоциации и расширяется вот это культурное поле понимания и восприятия спектакля. И режиссер шел в сторону все-таки такой большей акцента на реальность, на обыденность, сделать этот спектакль, то, что происходит рядом где-то, совсем близко, как бы, что происходит как бы в пространстве зрителей. Как бы. Вот это, мне кажется, был акцент. Что касается каких-то символических приемов, то, конечно, это маска, о которой мы говорили, да, маска быка, вот как бы отсылает нас вот как бы и к Испании, и отсылает к нас вот к тому, что маска является способом, чтобы скрыть свой настоящий облик, свое настоящее лицо. Потом, конечно, символичен этот Дионис, который связан, но он держится за ноги, да, и он как вот такая кукла-неваляшка, он на сцене перемещается, катится, да, как колобок такой, да, очень легко движется. Вот это тоже для меня очень символично, что бы ни сделали мы с Дионисом, он все время найдет какую-то форму, в которой ему будет удобно существовать, удобно жить, удобно быть. Он все время будет в выигрыше, он все время победит, как бы, да, потому что он гибкий, эластичный, он умный, да, на самом деле, несмотря на то, что его не принимали, да, его культ как бы не был одобрен, но он не воспитал в себе, не живет вот с такой ненавистью к этому обществу, к этим людям, да, но он все время хочет им показать, что он тоже имеет право на жизнь, он тоже имеет право на существование, и он тоже в этой системе координат этого мира тоже имеет право быть, правда, имеет право занять свое место. Если мы какой-то элемент исключаем, то наша жизнь становится тогда какой-то неполноценной. Это очень важно, тут как бы такой вот этот ход. Поэтому для меня это вот поведение, вот эта пластика Диониса, конечно, это очень простое решение, но очень красиво и очень легко считывается, очень понятно. Ну, как бы вот два таких элемента я бы указал. Маски и Дионис для меня. В каждом вашем спектакле есть ансамблевость. Это очень ценное качество. Да? Режиссеры, которые к вам приходят, они понимают, что любой ценой нужно это добиться. Да? Нужно помнить о том, что в последние годы, особенно вот в 2000-х годах, сейчас это уже немножко проще, но был огромный кризис именно с режиссурой. Я сам из Белоруссии, да, и это видел на примере белорусского театра. В 90-е годы и первое десятилетие, это было 20 лет, это огромная проблема. Только сейчас эти проблемы начинают решаться. Я думаю, что это вот и тоже в вашем, наверное, стране такая же была проблема. Проблема режиссуры. И вот то, что вы приглашаете разных режиссеров, это тоже очень важно. Но каждый из них, как я понимаю, ставит очень конкретные задачи, исходит из возможностей ваших актеров и вашей труппы. В этом спектакле «Баханки» была использована вся труппа, и это, конечно, тоже, конечно, показывает, что большие трудности, что когда в театре, в коллективе нет молодых актрис. Женщин, конечно, это, наверное, очень тяжело, но в этом спектакле это было гармонично решено через вовлечение и использование потенциала актеров старшего поколения. Да? Они очень гармонично вписались, потому что было важно как бы не в этом спектакле не вопрос поколения, вопрос как бы молодости или старости. Здесь было важно как бы женщина, как некая единица, да, как некая структура, как некая модель. Вот. Поэтому это, да, это было очень сделано, мне кажется, красиво. И то, что режиссер одел их в национальные костюмы, вот, на то, что он использовал их хорошие вокальные данные, это, мне кажется, тоже очень важно. Я не думаю, что... Не знаю, но чаще всего молодые девушки, наверное, все-таки имеют большие трудности. По крайней мере, в европейской традиции музыке не уделяется такое большое внимание во время подготовки. А ваши актрисы справляются с этим гениально. И, в принципе, это вот этот элемент музыкальности и песенности является
доминирующим в вашем спектакле. Без него этот спектакль был бы совершенно другим каким-то, да, не знаю каким. Поэтому очень важно, конечно, использовать потенциал всех актеров любого поколения и придумать такое решение пьесы, в котором бы все актеры нашли бы какую-то свою возможность реализовать себя. Да. А если это случилось в вашем спектакле, то это просто заслуга опять очередной раз режиссера. Да. Я не знаю, с чем это связано и чем руководствовались создатели спектакля. Делая из вакханок достаточно традиционный спектакль, достаточно односложный. Я не увидела в нем много уровней контекста. Я увидела фактически подстрочную постановку античной трагедии с очень интересными локальными национальными элементами. Да, это хорошо работает, но мне не хватило работы ума, моего собственного в этом спектакле. Мне очень мало о спектакле хочется думать. Вот в контексте именно этого спектакля. Все мысли, которые возникают, они ведь возникают где-то вокруг, около. И у меня вопросы как раз к тому, чего мне не хватило в этом спектакле. Мне бы хотелось видеть в нем немножко больше, немножко шире темы, больше эмоций, больше простоты, которая была только в музыке. Мне кажется, если бы визуальная часть спектакля была немножко проще, это пошло бы ему на пользу. Если бы у артистов было больше контекста, больше увлеченности пьесой, попытки узнать, расширить, скажем так, свой кругозор в том, что касается античной драмы, и попытки перенести все-таки эту историю поближе к нашим дням. Потому что, несмотря на то, что это очень давняя история, она рождает очень свежие мысли. И именно в этом ее ценность. Впрочем, с другой стороны, если такие мысли во мне родил этот спектакль, я подозреваю, что с ним все в порядке. И мне бы очень хотелось, чтобы думающий зритель на него пришел и считал не только вот эту визуальную яркость или музыкальную живость, или базовую историю противостояния Пинфея и Диониса. Мне бы хотелось, чтобы зритель считал не только текст. Мне бы хотелось, чтобы зритель имел возможность задавать себе эти вопросы. Задавать себе вопросы, как можно применить для себя те знания, ту историю, тот контекст, который он подчеркнул в этом спектакле, как он может применить для самого себя сегодня, конкретно в этот день и в этот час. Какие вопросы он может себе задать в связи с этим? Есть ли у него вообще какие-то вопросы к себе, к миру, к мироустройству, к Богу, к режиссеру этого спектакля, в конце концов? И если зритель сможет задать себе эти вопросы, это, наверное, будет большая победа. Если не сможет, то нужно воспитывать зрителя. Вот, ребят, спасибо еще раз вам. Я так понимаю, что проект наш на этом заканчивается. Очень рада была принять участие. Удачного завершения года. Вот и давайте какому-нибудь Дионису все вместе помолимся, чтобы нам открыли в следующем границы. Обнимаю вас всех. Очень хорошее впечатление сложилось от ваших спектаклей по нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, что у вас очень хорошее руководство, очень хорошее понимание того, что театр — это очень сложная конструкция, и невозможно все время показывать и выстраивать такую сюжетную линию, построенную, основанную на каком-то одном виде материала, одном виде пьес. То, что вы предложили, 4 этих произведения, это очень разные произведения, очень разного жанра, очень разного направления, и поэтому это показывает о том, что у вас очень хорошее руководство, которое очень глубоко и очень широко смотрит на то, как театр должен существовать в обществе, в пространстве, потому что театр существует, с одной стороны, в пространстве города, мы не должны это забывать, но также он существует в пространстве страны, да, он все-таки должен показывать свои произведения, свою продукцию, ездить в другие города и должен показывать это только Таджикистана, но даже и мира, да, это очень важно. Во-вторых, мне кажется, то, что вы сделали, это репертуар, достойный любого театра в любой точке мира. Это тоже очень важно, что вы могли бы очень легко существовать в любом пространстве любой страны, любой точки мира, или там в Польше, в Австрии, где я сейчас нахожусь, да, или Франции, да, или в Италии, где я очень долгое время провел. Я вижу, что это будет понятно, это очень легко считываться зрителям разных культур. И это очень важное и очень ценное достоинство ваших спектаклей. В-третьих, ваши спектакли очень наполнены за счет, конечно, хорошей режиссерской работы и актерской вместе с актерами, наполнены смыслом, наполнены важными какими-то идеями, важными для начала 21 века, что это не просто какие-то архаичные
уже никому не нужные. Ваши спектакли очень актуальные, и о ваших спектаклях хочется думать, о ваших спектаклях хочется размышлять и хочется говорить, это. В-четвертых, ваши спектакли сделаны очень скромно, да, я не знаю, от чего это, или это от финансового положения, да, что у вас нет больших денег на большие шикарные костюмы. Ваши спектакли, но это ни в коем случае не отрицательно сказывается, влияет на понимание и на художественную сторону этого спектакля, да. Это такой лаконизм, такая скромность спектакля, это тоже его сильная сторона, потому что больше внимания у вас обращается на слово, на текст, да, чем на визуальные решения, визуальный образ спектакля. В-пятых, мне кажется, в вашем спектакле, вообще в вашем труппе очень хорошие актеры, потрясающие актеры, да, все, и мужские, и женские, и старшего поколения. И я думаю, что очень важно, что люди, которые работают в вашем театре, они умеют использовать актерский потенциал всех актеров и умеют правильно его показать. Вот это тоже, мне думается, сильной стороной является вашего театра. Это все, что я мог бы, к сожалению, сказать о спектакле. Спасибо большое за приглашение в этом проекте. И я не знаю, насколько это уместно на данном контексте. Если это возможно показать партнерам или донорам вашего, или тем, кто поддерживал этот проект и поддерживает ваш театр, мне от себя лично очень хотелось сказать спасибо, что поддерживаете, спасибо, что ведете активную деятельность именно в этом направлении. Спасибо, что позволили делать вот такие спектакли, помогли сделать такие спектакли. И отдельное спасибо именно проект, связанный с анализом этих спектаклей. Мне кажется, эти анализы должны служить мостиком между простым зрителем и театральным миром, который может помочь объяснить эти спектакли зрителям. Да? Мне бы очень хотелось, чтобы мы побольше людей смотрели эти анализы, подумали о спектаклях, пришли, еще раз пересмотрели, может быть, на видео пересмотрели, и, может быть, даже сказали свои мысли. И я буду очень рад, если такое произойдет. И я бы очень хотел, чтобы это продолжалось, чтобы какой-то обмен мнениями о спектаклях всегда было, и это чтобы помогало именно зрителю понимать спектакль. Может быть, его стоит перевести на таджикский для удобства вашего зрителя. Но проект потрясающий, спасибо большое, и я был очень рад быть частью этого проекта. Спасибо большое.